Реализация проекта «Акжайык Адалдык Алана» в нашей области началась в декабре прошлого года. Суть его заключается в мониторинге всех сфер, предупреждении коррупционных рисков, а также поиске решений для снижения административных барьеров. О том, какая работа будет проведена специалистами отдела, было рассказано на совещании в областном акимате. Основная цель проекта – повысить доверие населения к государственным органам и снизить коррупционные риски во всех госучреждениях. В прошлом году в состав проектных групп, которые проводят мониторинг, вошли 34 государственных служащих. В этом году планируется, что в состав групп войдут не только государственные служащие, а также представители неправительственных организаций, средств массовой информации и активисты. Осуществление общественного контроля будет способствовать реализации направлений, таких как карта общественного контроля, также интерактивная карта общественного контроля и мониторинг государственных услуг. Формирование антикоррупционной культуры будет осуществляться по двум направлениям: антикоррупционное образование и широкая информационная работа. В целях снижения уровня коррупции в области планируется автоматизировать 80% госуслуг до конца года. Сейчас этот показатель составляет 70%. Внедрение новых проектов также имеет большое значение в предупреждении коррупционных проявлений в госструктурах. Для этого в медицинских организациях планируется открытие информационных киосков. Также антикоррупционной службой проводится мониторинг список пациентов, которые получают бесплатные лекарства. Подобные проекты будут реализованы и в сфере образования. В этом году будет создана единая система учета, где будут отображаться бухгалтерские отчеты всех учреждений образования. Когда идет подготовка к единому национальному тестированию, то в учебных центрах, куда наших выпускников направляют, цена везде разная. В основном эти центры рекомендуют сами директора школ, поэтому надо вести мониторинг и в этой сфере. На сегодняшний день цифровизация уже внедрена в управление занятости социальных программ. С прошлого года назначение пенсии по инвалидности проводится в электронном формате. В этом году планируется, что пособия будут назначаться по принципу одного заявления. Первые руководители теперь ежеквартально должны готовить доклад по итогам работы своего ведомства. Это касается коррупционных проявлений и рисков, которые возникают, потому как за такие нарушения будут отвечать не только те, кто совершал коррупционное правонарушение, но и его непосредственный руководитель. По словам специалистов проектного офиса, каждый житель области может внести вклад в развитие данного проекта. Поэтому, если у населения есть предложения по предупреждению коррупционных рисков, могут обратиться к ним в офис. Юлия Мутылова, Дастан Бижанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжайык.